Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня в программе об успехах молодых абхазских актеров. Рауль Хаджимба принял ректора театрального института имени Щукина Евгения Князева. Река размыла почву и вновь о последствиях наводнения для жителей Эшеры. Проблемная подстанция. Жители улицы Титова опасаются строительства энергообъекта. Сегодня президент Абхазии Рауль Хаджимба принял ректора театрального института имени Бориса Щукина, народного артиста России Евгения Князева, который рассказал об успехах абхазских студентов, обучающихся в театральном институте. Наши ребята учатся в театральном институте всего 2 года. Это промежуточный этап. Летом студенты приезжали в Абхазию, выступали с небольшой отчетной программой. Они одаренные люди, но им предстоит еще много работы. И наша задача – привить студентам трудолюбие и работоспособность, сказал Евгений Князев. Он выразил надежду на то, что ребята из Абхазии смогут полноценно влиться в состав Национального театра в течение последующих 2 лет. Судить по тому, какие они стали талантливые или неталантливыми, пока не можем, потому что нужно еще доучиться. Ну, вообще, как говорил наш Вахтангов, ту школу, которую мы представляем, он сказал, прежде чем заниматься каким-то делом, нужно научиться. Рауль Хаджимба поблагодарил Евгения Князева и отметил, что ему приятно слышать об успехах будущих абхазских актеров. Это тоже первые шаги, которые осуществляются в жизни этих ребят. И не сомневаюсь в том, что они будут той новой струей театральной жизни нашего государства. Без театра, наверное, все-таки трудно жить. Не сомневаюсь в том, что наши люди действительно хотят многих и многих постановок, хотят видеть их, слышать. И сегодня я надеюсь на то, что наряду с нашими уже известными маститыми артистами, актерами и руководителями этих театров, все-таки это поколение уже будет вливаться в работу. Президент также отметил, что знает об успехе спектакля «Царь Эдип» в Греции в постановке Евгения Князева и выразил надежду, что спектакль смогут увидеть и абхазские зрители. В свою очередь Князев отметил, что этот спектакль был бы очень уместен в Абхазии, которая имеет большие связи с культурой Древней Греции. Ваша земля благословенна, она тоже имеет к греческой культуре самые непосредственные отношения. И если мы, насколько позволяет история, понимать, что здесь древний греческий город, который где-то там, Диаскурия, да, который находится где-то под, может быть, когда-нибудь будет до такой степени богатая страна, что мы ее откопаем, эту Диаскурию, и будем делать подводные экскурсии. При этом Князев пошутил. Спектакль «Эдип», надеюсь, не вызовет тех катаклизмов, которые вызвала Медея, приехав к себе на родину. Итогам работы за первое полугодие 2016 года была посвящена пресс-конференция исполняющего обязанности министра здравоохранения Анзора Гоова, прошедшая сегодня в информагентстве «Апсна-пресс». Анзор Гоов рассказал журналистам о формировании новой структуры Министерства здравоохранения, о перспективах развития и о закупке оборудования для больниц республики по инвестпрограмме. Репортаж Амрамичпа. Закупка оборудования для больниц республики и его установка завершится к концу года, сообщил журналистам исполняющий обязанности министра здравоохранения Абхазии Анзор Гоов. Освоено 96% денежных средств из 362 миллионов рублей, выделенных по инвестиционной программе. Хотелось больше закупить, но эта сумма была заложена еще в 2012 году, и она не была проиндексирована в связи с повышением курса доллара, евро. Из того, что было, мы максимально постарались выжать все то, что сегодня необходимо для того, чтобы оснастить эти больницы и запустить в полном объеме их. Новым оборудованием оснащаются лечебные учреждения, которые ранее были отремонтированы при российской финансовой помощи. Это республиканская и гудаутская больницы, психиатрическая больница, туберкулезные и онкологические диспансеры. Анзор Гоов сообщил, что ремонт Орчалской и детской больницы Сухума будет включен в расходную часть бюджета 2017 года. В течение 2015 года было 5000 обращений граждан в Министерство здравоохранения. 517 тысяч пациентов обратились за медицинской помощью в поликлинике страны. В больницах республики проведено 26 тысяч операций. Лечение граждан за пределами Абхазии оплачено государством на 60 миллионов рублей. За первое полугодие этого года уже на 37 миллионов рублей.
В то же время министр здравоохранения обратил внимание журналистов на то, что и в Абхазии есть хирурги, которые могут оказывать высококвалифицированную помощь и проводить сложные операции. Это и челюстно-лицевые, и эндоскопические, и урологические малоинвазивные операции. Вместе с тем Гоов признал, что в районных больницах ощущается нехватка специалистов. Есть необходимость в детских врачах, инфекционистах, терапевтах общего профиля. Анзор Гоов сообщил на пресс-конференции, что в Министерстве здравоохранения разрабатывается положение о частично платных медицинских услугах для населения республики. Уже сейчас официально вводятся платные услуги на лечение иностранных граждан, приезжающих в Абхазию. В Конституции написано, что каждый гражданин имеет право на бесплатное медицинское. Для пациентов, которые лежат в стационаре и экстренных, он должен быть бесплатно. Мы должны определить сейчас, в связи с этим законом принятым, ту категорию граждан, которые попадают под бесплатное лечение. Это пенсионеры, это инвалиды войны, там должна быть эта категория обозначена четко. Во всем остальном, поликлинический прием и амбулаторный прием, сейчас обсуждается этот вопрос о платных услугах. Должна быть четкая градация между категориями, кто может, кто не должен платить. Постоянно датировать все это государство не может. Это расходные материалы, это пленки, это лекарства, все государство пока не в состоянии. В нашем скудном бюджете это все датировано. Но эти категории они должны быть бесплатны, это однозначно. Отвечая на вопрос журналистов о целесообразности принятия закона о запрете абортов, Анзор Гоов сообщил, что Минздрав направил в парламент свои поправки к закону о здравоохранении. Парламент рассмотрит, мы надеемся на это. Они необходимы, потому что жизнь показала, что уже есть проблема, ее надо решать. Есть строго регламентированные вещи. Если от этого зависит жизнь, надо идти. Пока таких случаев особых не было, там 2 или 3 случая было, но мы пошли навстречу, потому что там была грубая патология плода. Все остальное здесь не проводится. Закон соблюдается, и он... Журналисты спрашивали министра здравоохранения о том, что же делать родителям новорожденного, если из-за запрета абортов в семье родится ребенок с патологией. Останется ли мать наедине со своей бедой или государство окажет ей помощь в лечении ребенка? Анзор Гоов ответил, что предполагается увеличение штата реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями в Сухуме. Буквально сегодня мы обсуждали бюджет в Минздраве по увеличению штата и бюджета для этого центра. Его надо расширять. Эта проблема есть не только у нас, она во всем мире есть, и государство должно заботиться о своих, а не наши граждане, как бы это ни было. Анзор Гоов рассказал, что формируется новая структура здравоохранения. Для более эффективной работы предполагается переподчинение всех районных больниц Министерству здравоохранения. Амрамичба, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В селе Эшера из-за стихийного бедствия вышли из берегов маленькие речушки, которые нанесли большой ущерб приусадебным участкам, размыв почву так, что могут обрушиться дома. Рената Шакая продолжит тему. Эта с виду безобидная речка уже 2-й раз за год проявляет свой буйный нрав. Дом Алхаса Мурати оказался на ее пути. После первого обрушения укрепительной стены, которую он возвел буквально несколько лет назад, Алхасу удалось восстановить ее самостоятельно. Но второго наводнения стена не выдержала и обрушилась, а вместе с ней и часть дома. На протяжении 2 лет я чистил это как мог, своими силами. Что мог, я сделал. Вот видно это все, что я сделал. Оно все лежит, поломано. Не знаю, я надеюсь на наше государство, что оно посмотрит, увидит и чуть-чуть усилия тоже приложит. Я своими силами уже это не смогу выровнять, потому что здесь нужна техника, которая доступа нету. Как она сюда придет, я не представляю. Не в самом лучшем положении жители улицы Мельзаводской. 5-этажный дом оказался практически на берегу реки. После бурного потока вода размыла берега, да так, что земля стала сползать. Сильный ветер сорвал еще и крышу. Сухумская районная администрация помогает жильцам. Сюда доставлен стройматериал. Рабочие уже приступили к монтажу кровли. А что касается русла рек, которые нанесли ущерб домам, то, как нам сказали в районной администрации, акты составлены. Но здесь необходимы берегоукрепительные работы, которые потребуют больших финансовых средств. Рената Шакая, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.
Жители проспекта Аяйра в Сухуми волнует вопрос, не вредно ли для здоровья строительство подстанций вблизи жилых домов. Всевозможные инстанции уже пройдены. Везде ответ один – подстанции быть. Последнее слово осталось за Энергонадзором, который в эти дни рассматривает коллективную жалобу горожан. Насколько нежелательно такое соседство и чем оно грозит людям, выясняла Нис Фаршба. Сейчас много говорят об электромагнитном излучении, которому неизбежно подвергается любой современный человек. Особенно житель большого города. И если половина людей на планете попросту не задумывается над этим вопросом, то для части населения проспекта Аяйра в Сухуми это вопрос жизни и смерти. По крайней мере, они в этом убеждены. Проблема у нас то, что проводят они электростанцию сделать здесь, перед моим носом. 5 метров нету даже. И как я здесь жить буду, я не могу понять. У меня и дети, и внуки, все, и у всех дети, и внуки. Это же на что-то действует, наверное. Во-первых. Во-вторых, он будет гудеть, как я там буду жить. Наверное, там гостиницы строятся, им не хватает этот свет. Наверное, они и делают. Дай бог, пусть делают, но пусть у себя делают. Зачем? Как говорят жители, подстанция появилась здесь уже после войны, проработала совсем недолго. Энергетический объект возвели на месте бывшего магазина и обувной мастерской. И тогда, и сейчас мнение людей никто не учитывал. Против этого, чтобы они здесь не поставили, и все. И убрали весь мусор, то, что они сделали. Мы обращались, мы по-соседски ходим, обращаемся, но никто не обращает на нас внимания вообще. Что вам говорят? Нет, ничего и не говорят. Да, сделаем, и все, обещание. За комментариями мы обратились в СОЭС, а заодно и спросили, как влияет электромагнитное излучение на организм человека. Глава управления Тимур Джинджулия пояснил, никакой опасности нет. Мы подняли все наши нормы, показали все наши статьи, на каком удалении должна быть подстанция, разрешенные величины. Ни одного пункта по ПУЕ не нарушается сегодня с нашей стороны. Еще раз повторюсь, никакого вреда, никакой радиации для близлежащего населения оно в себе не несет. Это разрешено, это практикуется, и оно является нормой. Тем более, что от дома, где они проживают, она находится на расстоянии где-то 50 метров. По утверждению специалистов, переносить подстанцию нет возможности. И дело тут не только в том, что свободного кусочка земли в этой части города уже давно нет. Речь идет об очень больших финансовых вложениях. Там у нас находится технический узел. Сходятся 3, даже 4 высоковольтных фидера. Из-за того, что там распредподстанция у нас была в неисправном состоянии, реконструкцию с установкой нового оборудования, современного оборудования с вакуумными выключателями была заложена в инвестпрограмму по развитию энергетики города Сухуми. Соответствующее оборудование уже получено, оно находится на нашей базе. Идут строительные работы фундамента, для строительства фундамента и цокольной части, для того, чтобы смонтировать и установить там оборудование. Коллективное заявление жители направили городским властям, которые, в свою очередь, адресовали его в Энергонадзор. И теперь специалистам этого предприятия предстоит ответить на вопрос, быть или не быть здесь подстанции. Ну а пока жители вынуждены приводить близлежащую территорию в порядок, в частности, водосточную яму, в которую строители накидали мусор. Нис Фаршба, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Комиссия по государственной премии имени Дмитрия Гуля в области литературы, искусства и архитектуры сообщила о том, что на конкурс 2014-2016 годов по соисканию премии допущена работа 11 авторов. Вахтанг Абхазо, Горит Очаг, стихотворение, Нукзар Логу, живописные работы последних лет, Владимир Агрба, поэзия, шинкуба и устное народное творчество, Владимир Зантария, навсегда, стихотворение, Екатерина Бебе, лучшие из лучших, очерки, Людмила Гумба, песни последних лет, Владимир Басария, черная туча, «Светлое небо», роман. Софа Агума, спектакли, поставленные в Государственном молодежном театре. Заира Тхайцук, «Шелковые нити», стихотворения. Вячеслав Аблойтя, дубляж мультфильмов и художественных фильмов. Анзор Мукба, Килишбей, историческая драма. Государственная премия имени Дмитрия Гуля была учреждена в 1967 году. Первыми ее лауреатами были Баграт Шинкба и Иван Папаскир. С тех пор каждые 3 года специальная комиссия в ходе тайного голосования избирает новых обладателей самой высокой награды страны в области литературы, искусства и архитектуры. В Сухумском государственном колледже начались вступительные экзамены. На сегодняшний день туда уже поступили более 20 абитуриентов, но приемная комиссия будет принимать заявления до конца августа.
В этом году в Сухумский государственный колледж уже поступили 28 абитуриентов. Экзамены продолжаются. Не завершен также прием документов. На данный момент уже подано более 50 заявлений. По словам директора колледжа Светланы Габлия, с каждым годом число абитуриентов увеличивается. И это радует. Дети неплохие в этом году. Более чем другие годы, подготовленные. У нас еще будет продолжение приема и экзамены в конце месяца, дополнительные экзамены мы еще проведем. Если есть желающие, пожалуйста, пусть приходят. Между тем, у самого здания колледжа, которому уже более 110 лет, большие проблемы. Капитального ремонта здесь не было с 50-х годов. Здание практически разваливается, а ведь часть его можно отнести к памятникам архитектурного наследия. Студенты занимаются не в самых лучших условиях, но зато обучение здесь ведется по 10 направлениям. Кроме того, колледж готов обучать студентов по спецзаказам. Первокурсниками здесь считаются учащиеся, которые приходят после 9 класса. Вначале они проходят школьную программу, а на второй курс принимают абитуриентов с 11-классным образованием. Уровень образования в колледже с каждым годом повышается. Преподаватели с гордостью отмечают тот факт, что к ним идут даже медалисты школ. Вообще знания, конечно, разные. Бывает у нас, раз те, кто на красный диплом закончили, они и с хорошими знаниями пришли. В этом году дети пришли очень хорошие, очень много хороших оценок получили и по математике, и по письменному экзамену. В основном ребята отдают предпочтение таким специальностям, как строительство, ремонт машин, а девушки выбирают сервис и туризм. Сария Смыр, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. 9 августа Православная Церковь отмечает День памяти одного из самых почитаемых святых, целителя Пантелеймона. Святой великомученик является главным покровителем всех врачей и больных. В Новоафонском монастыре святого апостола имени Симона Канонита прошла праздничная литургия. Главный собор посвящен святому великомученику Пантелеймону, ведь именно он, так же как и Симон Канонит, является покровителем монастыря. Исторически на Святой горе Афон в Греции, в монастыре, который носит также название святого Пантелеймона, главный соборный храм посвящен святому великомученику Пантелеймону. И когда 100 с лишним лет тому назад монахи этого монастыря прибыли сюда и построили вот этот великолепный монастырь, главный собор, в котором мы сейчас находимся, это соборный храм, он также был посвящен святому великомученику Пантелеймону. В жизни нашего монастыря мы получаем многочисленные свидетельства от людей, которые посещают наш монастырь, в том, что просьбы, которые они оставляют на молитвенное возношение святому Пантелеймону, они все получают на них ответы. Мы все просим святого Пантелеймона, чтобы он в своих молитвах перед Богом просил и обращался к Господу за мир на нашей земле, о взаимопонимании нашего народа и о скорейшем воцарении мира среди наших людей. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается преимущественно ясная, жаркая погода. Температура воздуха ночью 23-25, днем 34-36 градусов. Температура морской воды 27 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.